29 мая 2011 года весть, обрушившаяся ранним утром на Абхазию, заставила замереть всю страну. Шок, отчаяние и боль. Как же могло такое случиться? Не верилось, не хотелось верить. Ушел из жизни президент Абхазии Сергей Багапш. Выдающийся политик, добрый и благородный человек скончался в Москве в 83-й клинической больнице в возрасте 62 лет. Президента Абхазии Сергея Багапш увозили на родину с великими почестями, как и подобает великому человеку. Казалось, тогда замерла вся Москва. Казалось, жизнь в столице остановилась. Сегодня в Москве ничего не напоминает о тех печальных событиях. Жизнь в мегаполисе продолжается в своем динамичном темпе. Но те, кто знал, общался, работал с Сергеем Багапш, помнят о нем, любят и скорбят. Скоропостижный уход из жизни президента Абхазии Сергея Багапш поверг в шок народ Абхазии. Большой болью эта трагедия отозвалась и в сердцах россиян. Что вы можете сказать о нем как о политике, как о человеке? Я Сергея Васильевича Багапша узнал задолго до того, как Абхазия обрела статус международно признанного государства. Мы были знакомы даже еще до того, как он был впервые избран президентом Абхазии. И должен сказать, что я всегда гордился возможностью общаться с ним. Это общение никогда не приобретало сугубо протокольно-официальные рамки. Вот он неоднократно бывал и в этом кабинете, сидел за этим столом, и что меня особенно трогало, наши отношения не изменились после того, как изменился его статус ни в связи с избранием, ни в связи с признанием. Он продолжал поддерживать эти отношения, и человеческие, и профессиональные, потому что это было частью его работы, и потому что президент Абхазии всегда был работающим президентом. Он не был ни минуты президентом церемониальным, он никогда не почивал на лаврах, он отстаивал интересы своей республики, и он отстаивал интересы своего народа, и в тяжелейших условиях, которые можно назвать военными, и в условиях мира, такого холодного мира, который каждый день грозил перерасти, и, собственно говоря, до сих пор грозит перерасти в новый конфликт. И то, что Абхазия состоялась как суверенное государство, то, что жители Абхазии сейчас не просто чувствуют себя в безопасности, но реально развиваются, реально рассчитывают на благополучное будущее, это в первую очередь заслуга президента, так не вовремя и безвременно покинувшего свой народ. Я бы хотела, чтобы вы вспомнили, как состоялась ваша первая встреча с Сергеем Багапшем, и какое он на вас произвел впечатление, изменилось ли оно затем? Мы с Сергеем Багапшем встретились в июле 2008 года, за месяц до нападения Грузии на Цхинвал и до тех судьбоносных событий, которые определили нынешний статус и нынешнее положение Абхазии и Южной Осетии. То есть обстановка уже накалялась, было очевидно, что что-то грядет. И за месяц до этого Сергей Багапш пригласил меня приехать в Абхазию, чтобы самому как-то посмотреть, что происходит, как себя чувствуют люди, о чем они говорят, что они думают.
И это была чрезвычайно интересная поездка. Мы много общались с ним лично. И тогда мы подружились. Надо сказать, что у этой дружбы были и политические причины. Я давно уже выступал за то, чтобы Россия признала Абхазию. Или как минимум взяла ее под свое крыло уже по-серьезному. И это нас, я думаю, естественно, да, дополнительно сблизило. Конечно, это был шок, когда мы узнали, что он умер, потому что вот это тот самый случай, когда говорят, ничто не предвещало. Вот. И только что мы видим сильного, мощного, здорового, в рассвете сил политика и человека, и вдруг нам говорят, что он умер. Это действительно очень было трудно осознать. И поэтому я до сих пор это переживаю. Знаете, вот такая несоотносимость, да, когда человек долго болеет, к этому успеваешь привыкнуть. Бывает, скоропостижно умирают, но тоже после какого-то периода болезни. А здесь вот полное ощущение того, что этот сильный, красивый, мощный мужчина, он владел своей жизнью. Не что-то владело им, да, а он владел всем. Кроме того, что мы просто симпатизировали друг другу как люди, я лично относился к Сергею Васильевичу как реально серьезному политику. Такого уровня политиков в России немного. И это не просто слова, а вот наши встречи, дискуссии, споры по многим позициям межнациональных отношений. Так как я являюсь первым заместителем председателя комитета по делам национальностей. Мое восприятие независимости Абхазии, где-то какие-то вопросы, которые у меня возникали в связи с этим, с возможностью существования такого независимого государства, как Абхазия. Но все эти вопросы я не стесняясь задавал Сергею Васильевичу. И если бы у меня не было бы уверенности в том, что это будет откровенный, полный анализ и ответ, я бы, может быть, и не спрашивал. Но мы как-то с ним случайно встретились в аэропорту в Москве, он летел в Абхазию, я летел в Сочи. Задержка рейса была, и мы проговорили около 4 часов. Это не так мало, чтобы все темы, которые, значит, мы затронули, можно было действительно глубоко обсудить. И мне всегда нравилось, и об этом случае я говорю конкретно, когда он четко и обоснованно любой тезис, о котором мы говорили бы, он излагал. Просто это не было, знаете, таким пиаром каким-то. А главный вопрос, что он четко понимал, о чем он говорит. И вот для меня было очень важно, что вот во главе республики, которая получила впервые независимость, стоит такой серьезный политик. У него не было никаких местнических каких-то настроений. Главное для него была судьба народа, судьба государства. И все остальное для него было второстепенное, потому что именно это было главным. И вот эта вот целенаправленность в своей жизни, в своей деятельности, как руководителя республики, государства, было очень важно. Встречаются люди, которые иногда свои, так сказать, личные там, какие-то амбиции, интересы ставят превыше всего. У него этого никогда не знаете, вот человек может в большом притвориться, в малом он обязательно себя проявит. Это слова Горького, и они полностью относятся к Сергею Васильевичу, потому что я ни разу даже нотки фальши не почувствовал в его голосе. Поэтому потеря, конечно, для Абхазии и для России огромнейшая. Есть люди, которые гораздо дольше меня знали Сергея Багапша, но мне кажется, что даже наше достаточно короткое, там, 6-летнее знакомство, оно переменило для меня жизнь. Потому что Сергей Васильевич был таким человеком, который вот как только с ним начинаешь разговаривать, тяжело говорить в прошедшем времени, потому что вот он как живой. Когда о нем говоришь, он стоит рядом с живой, то он сразу захватывал внимание. Это острый ум, это сильное слово, это смелость мужчины, который, знаете, многие политики, они как змеи вот так вот юлят, да. Он не то чтобы шел напролом, он не прямолинейный человек, но он смотрел вот так, слушал тебя, смотрел и потом говорил ясно то, что думает. Очень конкретно человек говорил, очень внятно, очень четко, и вот сердце его было прямое, то, что называется. Это большая редкость в политике. Это был дар такого большого, удивительного человека. Вот в нем это сразу чувствовалось. Я
Потому что, ну что греха таить, мы москвичи-снобы, и думаешь, ну вот приехал там, маленькая республика откуда-то, и вдруг я вижу перед собой человека, вот ощущая его, по масштабам, который, ну, такой большой человек, очень серьезный. И так все, кто вот с ним общался, так и было. Это было, он приехал на мою программу, та самая знаменитая программа, на которой было 3 президента, Багапш какой-то и Смирнов. И он сразу, Багапш, поразил всех, он сразу выделялся четкой позицией, внятной речью, полемичностью, корректностью при этом и таким достоинством, благородством, которое вот является врожденным человеку присущим. Принято считать, что власть развращает людей. И это, в общем, находит в себе подтверждение во многих случаях. В случае с Сергеем Багапшем мы можем сказать, что он проявил свои лучшие качества, став президентом Республики Абхазия. Может быть, я недостаточно знаю его детство, юность, но он совершенно точно вырос до уровня главы государства и пользовался не только в Абхазии, но и в России, но и на Кавказе, где это совсем не просто, огромным авторитетом. С ним встречался раз за 2 недели, вот до внезапной кончины, был в Сухуми, мы были депутаты комитета по делам национальностей. У нас был очень длительный такой разговор с ним, с председателем парламента. Но вот с ним мы рассматривали очень многие позиции. Я вот скажу одну вещь, которую я запомнил по поводу независимости Абхазии. И когда мы заговорили о том, ну, кто признает Абхазию, кто еще не признает ее, он произнес такую интересную мысль, которую я согласил, хотя она немножко обидная для меня, как для россиянина, но, в общем-то, он прав. Что когда страны СНГ, которые вместе существуют, создают единые блоки, значит, не признают Абхазию, это обидно не для Абхазии, это обидно для России. Это фраза, потому что получается так, что ну не признал там Узбекистан Абхазию или Белоруссия. Ну, что делать? Но ведь Россия признала, значит, все остальные дружественные страны СНГ должны были сделать этот шаг, не глядя, так сказать, на западные там наветы и так далее, и так далее. И вот он сказал, что мы переживем это, нас главное признала Россия. А вот то, что это не делают другие страны, это просто действительно для нас, для россиян стыдно, для российского государства. Очень глубокая и, на мой взгляд, справедливая мысль. Трагедия абхазского народа стала трагедией и венесуэльского народа. Это стало трагедией и для Уго Чавеса, который лично знал Сергея Багапш. На мой взгляд, абхазский народ потерял очень ценного лидера, патриота, который любил свою страну. Он выглядел очень сильным, решительным. Я лично подумал о том, что он мог спокойно и с успехом возглавлять свою страну и привести народ к процветанию. Для меня он стал другом, то есть он был способен дружить со всеми. Самая ценная для меня человеческая черта — это способность дружить и предлагать дружбу другим. Я бы хотел передать через вас соболезнования всему абхазскому народу. Первый раз я встречался, когда вот сочинская делегация, я тоже поехал. Там был вице-мэр ростовский Руслан. Вместе поехали, и там мы первый раз познакомились, когда он первый раз стал президентом Абхазии. Большой стол накрыли, там сидели, общались, там чисто политический стол был. Общались, и он на меня очень такое впечатление произвел, с хорошей стороны, добрый, теплый, благородный человек, и с другой стороны сильный. Сильный внутри. У него дух, конечно, был. Даже, я не знаю, какой. Даже у борцов такого духа, наверное, нету. Настолько он переживал за свой народ. Вот таким он мне запомнился. И даже разные моменты были вообще в нашей жизни. И до признания Абхазии, и после признания тоже.
и напряженные ситуации были. Я никогда с его уст не слышал какое-то вот жесткое слово в адрес одного или другой национальности. Все максимально корректно, дипломатично и благородно. И поэтому его и уважали, и мы его уважали очень сильно. Для нас он был как родным, близким человеком, независимо от статуса, там, что мы спортом занимаемся, а он политикой. Второй раз мы встречались у озера Рица, в резиденции у Сталина, когда наш Денис Царгуш стал чемпионом мира. Делали чествование, большой стол накрыли. Тогда у нас тамадой был за столом Рач Хутаба, а он сидел рядом. А мы сидели напротив, и я сидел, там Денис наш сидел, Михаил Мамиашвили, президент Федерации борьбы России, олимпийский чемпион. И многие уважаемые гости, и с правую руку, большие столы там накрыли, очень много народа было. И с правую руку сидел стол, тоже большой, длинный, и за политику речь зашел. И он говорит: Джамбулат, видишь, как я со своими, говорит, оппозицией вместе, говорит, сидим, мол, отдыхаем, радуемся вместе, говорит. Я говорю: слушай, у нас такого нету в Южной Осетии. Он говорит: слушай, мы один народ, и все зависит от того, какую политику ведет глава государства. Потому что нам нечего делить, кроме одного, кроме политических взглядов. Высокий и подтянутый, с интеллигентными манерами, всегда готовый прийти на помощь тем, кто нуждался в ней. Сергей Багапш умел располагать к себе людей, но при всей своей доброте он мог твердо отстаивать свои позиции и решения, вовремя сказать правильное и меткое слово и достичь поставленной цели. Харизматичный, с огромным чувством собственного достоинства, он даже против воли заставлял уважать себя. Президента Абхазии ставят наряду с величайшими политиками планеты, которые вершили судьбы мировых держав. Сергей Васильевич производил очень, очень сильное впечатление на тех, кто с ним общался. И я видел немало мировых лидеров, я вам должен сказать. Вот, я и с Клинтоном общался, и с Жискар д'Эстеном. Правда, уже после того, как он перестал быть президентом Франции. Но я вам скажу, все равно ощущается. Да? Это такая печать, которая остается. Я общался и был гостем президента Соединенных Штатов Джеральда Форда. Я хорошо знаю Генри Киссинджера, Хавьера Солану, бывшего генерального секретаря НАТО. То есть представление о мировых лидерах у меня есть. Ли Куан Ю, президент, 30-летний глава Сингапура. Но надо сказать, что вот Сергей Багапш в этом ряду, он занимал вот достойное место, понимаете? Это иногда вот люди удивляются, говорят, как вот такой человек и стал руководителем? Ну, бывает такое в политике, да? Когда люди берут, знаете, не силой и умом, а вот хитростью, коварством, такое тоже бывает. И это, как правило, сказывается на их внешности. Это люди внешне не очень красивые. То есть надо им отдавать должное, видимо, потому что к власти нигде не просто прийти, даже в маленьком государстве. Там свой отбор и своя конкуренция. Вот. Но вот Сергей Васильевич, он как раз был из таких, знаете, харизматических лидеров. То есть вот высокий, сильный, уверенный в себе. Знаете, я очень обрадовался, когда Россия признала Абхазию, когда Россия подписала договор, когда мы приняли решение о защите Абхазии. И вот то, что это был он, да, человек, который добился фактически этого, в том числе и своим и упорством, и характером, и вот такой, знаете, уверенностью в правоте своей. Вот я считаю, что, история же, она бывает иногда несправедливой. Вот в данном случае история была справедлива к нему. То есть, что это произошло при нем. И я очень радовался и за него, и за Абхазию. Он был очень сдержан, на мой взгляд, человек. Не знаю, может быть, кто-то его по-другому. По крайней мере, эмоции его, они в нем всегда сохранялись, не выплескивались наружу. Хотя он мог и очень энергично, так сказать, отстаивать свою точку зрения и свою позицию. Но, во-первых, он, что мне важно, он воспринимал, он умел слушать. Это очень важное, знаете, для политика любого
положение, когда человек умеет слушать, когда его, так сказать, точка зрения считает, я вот сказал так, и так оно и будет. А он умел слушать, четко понимать, изучать ситуацию, не принимать скоропалительных каких-то решений, а продуманно идти к той цели, учитывая мнение и соратников, и противников, и народа, и оппозиции. Вот умение найти вот такой консенсус с тем, чтобы не взорвать ситуацию, а решать проблему, для него было самым главным качеством. Больших политиков много. Чем он отличался от других, на ваш взгляд? Какие в нем были особенности? На мой взгляд, главной отличительной чертой Сергея Васильевича было то, что он никогда не разделял в себе политическое и человеческое. Человеческое и политическое, и ни одна из этих сторон его личности не доминировала над другой, не подавляла другую, наоборот, каждая из них дополняла друг друга. Это не у каждого большого политика получается. И часто, с сожалением, можно видеть, как человек, пришедший на высшие политические посты, меняется в человеческом отношении. У Сергея Васильевича этого не произошло. Он был человеком жизнелюбивым, он был человеком оптимистичным в самых тяжелых жизненных и политических условиях, и он всегда действовал в соответствии со своими внутренними моральными, я подчеркну это, со своими внутренними моральными, духовными убеждениями, что и усиливало его как политика, и выделяло его как политика в большой череде других современных крупных международных политиков. Знаете, политики нашего времени – это достаточно измельчавшие люди во многом. Это люди, которые поднялись на бюджетах, поддерживающих их корпораций финансовых, которые являются частью какой-то бюрократии или номенклатуры, которые должны заискивать перед обществом, перед людьми, искать популярности дешевой, обращаясь к политтехнологам. Но даже свой путь в большой политике, в путь к президентству Республики Абхазия, Сергей Багапш начал с поддержки народа. Он был человек, который всегда обращался к народу. В нынешние времена – это времена господства политтехнологий. Когда политик, мы даже не знаем, как он выглядит и кто он такой, по большому счету. Он может быть вообще полным тупицей. Но политтехнологи учат его говорить, дают ему слова, вкладывают в уста, и мы не знаем, имеем ли мы дело с реальным человеком или с куклой. Но вот Сергей Багапш – это был реальный человек. Это был, наверное, один из последних реальных народных политиков, который выиграл тогда в той ситуации, когда абхазский народ унижали просто, навязывая ему грубыми политтехнологиями каких-то кандидатов, оскорбляя, когда там «Привет, Аджария», все помнят, вся Абхазия помнит, да? Все было против Сергея Багапша тогда, мы помним прекрасно. Но вот что тогда он явил собой в те выборы? Близкие к нему люди, которым прочили, я знаю, достаточно большие посты в информационном, в телевизионном мире, добровольно ушли от этих государственных постов, чтобы быть с ним. Хотя за ним не было ни денег, ничего такого. Но за ним народ ему верил. Он умел говорить с народом. Он умел говорить с каждым человеком конкретно. Это удивительный дар. Это вот делает его одним из последних политиков такой настоящей эпохи народной политики. В 2004 году Сергей Багапш пришел к власти вопреки желанию Кремля. Он не просто победил, но сумел убедить Москву, что он ей друг. Это единственный пример на постсоветском пространстве, когда нежеланный Кремлем кандидат не просто победил, а превратился в лучшего друга. Так писали о Сергее Багапш российские политологи и журналисты. Я напомню, что Сергей Васильевич пришел к власти скорее вопреки желанию России, чем благодаря ей. Я привык всегда говорить честно, и мне не хочется сейчас лакировать прошлое. Мы все прекрасно помним, что в 2004 году был серьезный политический кризис, что к тому времени Багапш, который успел побывать и премьером Абхазии, и быть в команде первого президента, отдалился от него и выступал на этих выборах как кандидат от оппозиции. Из уважения к воле уходящего президента, это была одна из главных причин, Россия поддерживала официального кандидата на пост
президента страны. И вы помните, что все эти события сопровождались вспышкой напряженности, заговорили о расколе, заговорили чуть ли не о предчувствии гражданской войны в Абхазии. Это было очень опасно, ибо в 2004 году, безусловно, Абхазия не выглядела настолько уверенной в себе, как теперь. Она не была признана, она оставалась непризнанным государством. И вот в этой ситуации, хочу заметить, Сергей Васильевич сумел переубедить и избирателей, и в конечном счете Россию и ее представителей. Проявил, как я уже сказал, свои самые лучшие качества, не прибегая ни к какой чрезвычайщине. Он заключил союз с Раулем Хаджинба и консолидировал таким образом абхазское общество. Если бы Сергей Васильевич ничего другого не сделал за время своего президентства, то этого уже достаточно, чтобы вспоминать о нем в добром слове, как о президенте республики. Иногда, когда человек проявляет себя, проявляет как сильную личность, которую нельзя обойти, человек из нежелательного превращается в очень даже желательного, потому что в других столицах видят, что кто сильный человек там, вот в Абхазии, да, вот он сильный человек в Абхазии. И те люди, которые имели свои сомнения, какие-то другие предпочтения, это нормально, в политике всегда есть разные предпочтения, сомнения, симпатии и антипатии. Но есть один фактор, который главенствует над всем, это фактор силы. Вот силу в политике уважают, прежде всего. И если видят сильного политического лидера, способного руководителя, человека, который готов взять на себя, то даже если он изначально не очень нравится по каким-то там причинам, или насчет его есть какие-то сомнения, то его со временем его признают. Вот это очень важно, уметь себя утвердить в качестве политического руководителя. У него был этот дар утверждать себя. Народ Абхазии очень мудро поступил, избрав его президентом. Отсюда подтверждение того, что народ прав, что это человек, который другой бы на его месте озлобился бы, например, сказал: ах, вы меня не поддерживали, ну тогда давайте мы тут сами будем. Но он не пошел по этому пути, потому что снова возвращается к тому, это государственный деятель, он воспринимал это как, отмел всякие личные, так сказать, там какие-то обиды, которые у него могли быть, и стал человеком, который, самое главное для него, это судьба республики, судьба народа. Вот отсюда начали складываться нормально, и это понимание у руководителей российского государства тоже появилось, что этот человек не просто так пришел к власти, чтобы там нахапать, грубо говоря, а он пришел для того, чтобы создавать независимое государство. И будет делать все, и понимание того, что Россия – это тот друг, это тот народ, который всегда их поддержит, главное для него. И отсюда изменились совершенно отношения к нему, как к президенту республики, и в последующем его дружеские отношения с президентом нашей страны, с председателем правительства всегда и всюду четко проявлялись. Он оперся на поддержку народа Абхазии, многонационального абхазского народа. Ну, абхазов, естественно, и всех других народов, армян, русских, которые проживают в Абхазии. Он мог находить общий язык и с мингрелами Гальского района тоже. Он со всеми мог находить. Он вообще был человеком, который, я уверен, привел бы республику, если бы Бог дал ему еще жизни, к полному суверенитету и даже к признанию республики со стороны Тбилиси, что явилось бы, конечно, конечной точкой признания суверенитета Абхазии. Вот Сергей Багапш это мог сделать. Он понимал и абхазов, и грузин, он понимал, как устроен этот регион, он мог заглянуть в душу каждому человеку. И это, конечно, огромная потеря для Абхазии, для Грузии, могу сказать, тоже, если угодно. Потому что, я не знаю, как они теперь будут действовать. Для Кавказа, для России, да и для большой политики мира вообще в целом. Выиграть мир порой бывает так же трудно, как победить на войне. Сергей Багапш в тяжелых, сложных ситуациях смог вывести свой народ из политического кризиса. Сергей Багапш приложил колоссальные усилия, чтобы предотвратить очередную агрессию против Абхазии. Хочется процитировать известного политолога Николая Злобина.
Нельзя забыть мудрую позицию, которую занял Сергей Багапш во время событий августа 2008 года, не поддавшись на уговоры, посулы и угрозы с различных сторон. Конец цитаты. Вы знаете, я где-то первые мои поездки в Абхазию были в 2001 году, в 2002. Я там бывал на военных базах и базах миротворцев российских, ездил на границу, был в том числе в районе Кадовского ущелья. И меня всегда вызывало очень серьезное опасение то, что все-таки регулярная армия в Грузии, техника американская, специалисты, инструкторы американские и так далее, и они обучают это профессионально, для этого являются огромнейшие средства, и выстоять ополчению абхазскому будет очень сложно в этой ситуации. И когда вот в 2008 году все-таки это началось, я вдруг увидел в том, что за эти годы да, может быть, они не ходили там очень браво строевым шагом, эти ребята, которые защищали свою республику, но они провели это очень профессионально. И потом, вы знаете, опять-таки, вот на одной из первых встреч с Сергеем Васильевичем, мы как-то договорились, вот тогда, когда я там был, и он говорит, я спрашивал, что нужно от России для того, чтобы вот если вдруг будет такое нападение. Ну, он, конечно, четко изложил, что нужно, но потом сказал, вы знаете, самое главное не в том, что нам нужна военная помощь. Вот вы должны понять, что как только, не дай бог, Грузия нападет на Абхазию, сделайте одну вещь, закройте границу. Выпускайте только женщин, стариков и детей. Все остальные будут здесь. И мы ни один из нас, нам идти некуда. И мы здесь будем воевать до последнего человека. И мы никогда в жизни не отдадим свою землю. Это очень, знаете, такое не просто патриотический лозунг, а это осознание того, что никто никуда, если в Южной Осетии мои земляки есть возможность переселиться в Северную, то абхазам идти со своей земли некуда и нет смысла никакого. И Южные Осетины, и абхазы четко понимали, что это их республики, это их государство, и их надо отстаивать. И вот, наверное, скорее всего, результат операции и профессионализм, который появился у людей, которые собираются защищать свою страну. И, кстати говоря, та же операция уже потом и вместе с российскими вооруженными силами Южной Осетии подтверждает одно, что люди осознавали это, и это было в их сознании, так сказать, непоколебимым, что мы отстоим свою независимость. Даже больше, чем профессионализм, наверное, решало именно эти вопросы. Аркадий Георгиевич, поговорим теперь о событиях 2004 года, о президентских выборах. Тогда в Абхазии была довольно-таки сложная ситуация, и только вот мудрость Сергея Васильевича, мудрость народа абхазского спасла ситуацию, скажем так, от нежелательных последствий. Мне тоже пришлось принимать участие, вот как российскому депутату. Мы приезжали в Абхазию в то время, и для нас тоже было очень тревожно, чтобы это, так сказать, событие, выборы президента, не обратились бы против абхазского народа, когда одни сторонники одного кандидата, другого, чтобы они стали друг против друга не только там, лицом к лицу, а еще и с оружием. Это было очень страшно. И мы пытались, вот многие из тех, кто были вместе со мной, главной своей задачей считали одно, чтобы народ, общественные деятели, просто народ поняли, что главное в том, чтобы это не привело к тяжелейшим последствиям. И опять-таки вот в данном случае мудрость Сергея Васильевича, его последующие, значит, после первого этапа там, выборов и так далее, предложения, которые фактически сняли напряженность, когда второму кандидату было предложено должность вице-президента, было очень мудро, и он понимал, что тут суть не во власти, а суть в республике, в народе, который живет. Это опять-таки проявление его государственного мышления. Он был демократом. То, что в Абхазии вот существует политическая дискуссия, да, которая часто выражается достаточно в силу темперамента абхазского народа, достаточно такие, может быть, жесткие формы, он же не душил это. Понимаете? А где еще такое происходит? Где так относятся к оппозиции? Кто из оппозиционеров сейчас
вот уже над его могилой, даже 40 дней прошло, да, может сказать, что ему мешали быть тем, кем он хочет быть. Он много говорил мне об этом, о традициях абхазского народа, о народной демократии, о сходах, о том, что мы по-другому организуем свое общество Абхазы. Он очень любил свой народ, он болел и каждую секунду думал о нем. Он был политиком переломного момента. Вот в жизни каждой нации, каждой страны есть переломные моменты, когда лучше всего себя проявляет человек, обладающий теми качествами, которые были у Сергея Васильевича. Вот такая сила, решительность, знаете, уверенность в себе, уверенность в том, что цель поставленная достижима и что она правильна, понимаете? В спокойные и мирные времена очень часто лучшими руководителями бывают люди более мягкие, более гладкие. Знаете, иногда страна нуждается в спокойном лидере, а иногда нуждается в очень беспокойном. Абхазия жила в беспокойное время. И тогда вот нужен был беспокойный, решительный, смелый, даже немножко отчаянный, я бы сказал, руководитель. Я там много историй наслушался о 91-м, 92-м, 93-м годе. Я понял, что в нем была и такая, знаете, еще отчаянная смелость, которая нужна на таких переломных моментах истории. Так что я думаю, что он был политиком переломного периода в жизни вашего народа и вашей страны. И я думаю, что только такой политик мог добиться успеха. А его роли в деле признания независимости Абхазии и России? В чем его заслуга личная? По-моему, вы знаете, я понимаю, что есть заслуга многих деятелей, да, общественных, в том числе Абхазии, которые не оставляли эту идею никогда. Но, на мой взгляд, его целенаправленность в этом, его четкая убежденность, что это будет, и обратного пути нет. И раз уж стала Абхазия на этот путь, она добьется этого, то никогда обратной дороги не будет. И поэтому, к сожалению, тот конфликт, который прошел в Южной Осетии, это могло начаться, кстати, не там, а и в Абхазии в том числе. Просто Саакашвили и его команда считали, что тут они быстренько раз-два и захватят, потому что более такие условия сложные для проведения каких-то операций со стороны России были. Туннель там и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, они же попытки такие делали, сделать это и в Кадорском ущелье и так далее. То есть ясно было, что они не отступятся, если только сегодня это не будет сделано. И поэтому его восприятие, это было очень тоже пониманием того, что в тот момент, когда об этом говорили, а потом все-таки состоялось, и Россия это приняла как государство независимое, и независимость Абхазии, его личная заслуга огромнейшая, где-то на 99% это его заслуга. На самом деле, Сергей Васильевич, он был очень тонким политиком, и очень многое зависело от него. В каком плане? Вот сегодня я могу просто параллели провести, что сегодня Сергей Васильевич добился независимости без одной жертвы, без одной. Вот это дипломат с большой буквы, который ни жертва, ни в чем не пожертвовал, вот так он добился. Это все, наверное, зависит от дипломатии, зависит от мудрости, от тонкости вот этой политики, которую сегодня мы видим. Да? Видим это очевидно. И с его уст никогда не было, разные периоды в жизни были, мы это тоже были очевидцами, что и ни один раз я не услышал с его уст такого агрессивного слова. Все максимально сдержанно было, и все и корректно, и с другой стороны все четко, и всем все было понятно, о чем идет речь. Вот это есть, наверное, и дипломатия, вот это есть. Он сильный человек, и я думаю так, что Абхазия во главе Сергея Васильевича очень потерял достойного сына своего. Всегда существуют споры о роли личности в истории. В свое время большевистская наука отрицала эту роль. И помню, что еще школьником, осваивая азы марксизма, ленинизма, я внутренне с этим никогда не соглашался. Мне кажется, что роль личности в истории не только возможна, но, как правило, имеет важное, а может быть даже и определяющее значение. И случай с президентом Багапшем, случай с обретением Абхазии независимости и международного признания этой независимости, это как раз
очевидное подтверждение этому. Сергей Васильевич всегда выступал в качестве национального лидера. Он, естественно, у кого-то вызывал чувство однозначной поддержки, у кого-то другие эмоции. Это совершенно нормально в условиях демократического государства. И я считаю, что одной из заслуг Сергея Васильевича было то, что он сохранил, обеспечил и даже развил политический плюрализм в республике. Он сделал очень много для того, чтобы абхазская экономика, а вслед за ней решение социальных вопросов, было, возможно, более высокой степени самодостаточным сюжетом. Понятно, что в условиях международной блокады, в условиях конфликта с Грузией, в условиях того последовательной кампании, антиабхазской кампании, которая велась и продолжает вестись в международных средствах массовой информации, в политических кругах, это было очень тяжелой задачей. Но Сергей Васильевич всегда стремился к тому, чтобы решать эту задачу по максимуму. Он никогда не жаловался на то, что обстоятельства не позволяют, вот мешает кто-то там внутри Абхазии, за ее пределами. Вот этого не было никогда и в помине. И, на мой взгляд, это было очень важным компонентом, очень важным элементом и в той конструкции, в том решении, которое принимала в августе 2008 года Российская Федерация, и вслед за этим принимали другие зарубежные государства. Авторитет политический, профессиональный, человеческий авторитет президента Багапши играл в этом совершенно очевидную и во многом ключевую роль. Но, безусловно, сегодня мы, вспоминая Багапши, говорим прежде всего о том достижении, которое совершилось в годы его президентства, о признании Абхазии со стороны Российской Федерации сразу после войны 2008 года. В ходе этой войны, без жертв, без напрасных потерь, Абхазия сумела восстановить свою полностью территориальную целостность, решила эту проблему занозы в Кадорском ущелье. И самое главное, я повторяю, добилась признания со стороны России вместе с Южной Осетией. Если кто-то думает, что это было так просто вообще, даже в этой ситуации, если кто-то думает, что дело все равно к этому шло, и это было неизбежно по итогам войны, я хочу разубедить и сказать, что даже в этот момент после войны я об этом уже вспоминал. И здесь у нас, среди тех людей, кто советуют или принимают решения, всегда была сильна позиция официальному признанию Абхазии. Не потому, что эти люди, я не хочу их подозревать в нелюбви к абхазскому народу, но считая потери и риски для России, они считали, что они слишком велики, что Россия здесь столкнется с консолидированной позицией западных стран, потерпит здесь определенный ущерб внешнеполитический, и что лучше было бы не доводить до этого. Я же всегда считал наоборот. Я считал, что Россия потерпит гораздо больший ущерб, имиджевый и всякий иной, как страна, претендующая на статус великой державы, как страна, бывшая прежде на протяжении многих веков великой державы, если не проявит здесь принципиальность. И вот надо заметить, что когда попробовали предложить альтернативу прямому признанию Абхазии и Южной Осетии, был изобретен план создания конфедерации Абхазии и Южной Осетии с открытым членством. Это была такая хитроумная идея, которая позволяла, как считали ее авторы, не разрушать всякие мосты с Грузией и с Западом, а предложить вариант, при котором бы, прямо не признавая Абхазию и Южную Осетию, признавая эту конфедерацию, мы как бы подталкивали к мысли, что при изменении политической моды в Грузии, Грузия могла бы войти в эту конфедерацию, и таким образом видимость восстановления территориальной целостности, того, на что грузины претендовали, она была бы соблюдена. Действительно, идея достаточно оригинальная, но я бы не сказал, что она во всех отношениях принципиальная, и уж точно она не соответствовала стремлениям народов Абхазии и Южной Осетии
руководство этих республик. И вот тогда и Эдуард Какойты, и Сергей Багапш высказались категорично, и, собственно, их позиция сделала неизбежной признание Абхазии и Южной Осетии. То есть стало ясно, что нечего выдумывать, надо признавать Абхазию и Южную Осетию, альтернативы этому нет. Хочу заметить, я думаю, Эдуард Джебеевич не обидится. Эдуард Джебеевич очень уважаемый в России человек, но на фоне Сергея Васильевича Багапша он считался радикалом. И считается, кстати, у некоторых людей в России. Поэтому для них последний довод в пользу признания Абхазии и Южной Осетии был связан именно с позицией Сергея Багапша, которого они как раз уважали как человека компромиссного, склонного к реалистичным решениям. Поэтому заслуга его, она больше, чем та официальная, которая обычно упоминается. Он последнее препятствие убрал вместе с Эдуардом Какойтой в признании России и Абхазии. Были и другие острые вопросы, я думаю, сейчас нет смысла их все перечислять, в которых Сергей Васильевич Багапш умел находить золотую середину, и в этом отношении он, конечно, был выше всех на голову, как переговорщик, как дипломат, в хорошем смысле этого слова, как человек, который способен разрешать трудности. Он продемонстрировал это в 2004 году, он продолжал это демонстрировать и во всей своей дальнейшей деятельности. Я бы еще сказал, что надо не забыть упомянуть ни в коем случае о двух вещах. Сергей Васильевич Багапш, как я уже говорил, был в сложных отношениях с Владиславом Григорьевичем Ардзенбо на момент, когда он сменил его на этом посту. Тем не менее, он и тогда, при жизни Владислава Григорьевича, и после смерти Владислава Григорьевича, всегда оказывал должное уважение и все равно на людях или в узком кругу подчеркивал заслуги первого президента. И этим он дал огромный нравственный урок абхазскому обществу, которое на этом примере начинает уважать преемственность власти, уважать прежних своих руководителей. Я думаю, что он заложил этим основы и для своей собственной памяти, потому что кто бы ни пришел сегодня в президенты Абхазии, конечно, никто не будет каким-то образом чернить память второго президента Абхазии. Зарубежные политологи отмечают, что Багапш был избран практически по всем канонам современной демократии, что с его избранием в Абхазии наступил новый виток развития демократии. Они называли Сергея Багапш лидером не только абхазов, но и других народов Кавказа. Конечно, мог, потому что я знаю, как к нему относились руководители северокавказских регионов России, как он поддерживал отношения со всеми. Он был в определенной степени, будучи президентом, я уже сказал, авторитетным на Кавказе человеком, связующим звеном, и я прекрасно знаю, что в некоторых случаях руководство России доверяло ему в вопросах, которые прямо Абхазии не касались, которые касались взаимоотношений на российском Северном Кавказе, взаимоотношений на Большом Кавказе, если можно так сказать. Привлекала его к поддержке своих усилий, объясняла и доверяла ему деликатные миссии. Я думаю, что это оставалось бы востребованным, и он, явно находясь, в общем, не в таком уж преклонном возрасте, совсем не в преклонном возрасте, я думаю, не ушел бы, не исчез бы вообще с политической сцены, его авторитет и его влияние сказывались бы и в жизни республики, и за его пределами. В этом у меня нет никаких сомнений. Мне представляется, что авторитет у Сергея Васильевича был неизменно высоким везде, на всем Кавказе, ну, наверное, за исключением Грузии, но понятно, что это особый случай, и на Южном, и на Северном Кавказе. Я думаю, что с учетом кавказских традиций его лидерство никогда не могло бы быть единоличным,
понятно, что существуют разные народы, разные традиции, каждый будет всегда стремиться поддерживать своего, но миссия согласительная, вот в выработке согласительной повестки дня, миссия объединительная ему совершенно точно была по плечу, была бы по плечу. К сожалению, не успел, к сожалению, решив главную задачу своей жизни, обеспечение независимости и международное признание Абхазии, он не успел заниматься чем бы то ни было еще, хотя, еще раз повторю, это было вполне возможно, это было ему по плечу. Его авторитет был очень большим. Я думаю, что, знаете, он, наверное, скорее всего, не ставил перед собой такой целью стать каким-то, значит, там, лидером и каким-то образом управлять этим процессом. Я был уверен в том, что после того, что он закончит свою деятельность как президент, он останется обязательно очень уважаемым и востребованным политиком не только на Северном Кавказе, но и вообще в том числе и в Российской Федерации. К нему наверняка и дальше бы относились с огромным уважением, потому что он это заслужил своей работой. Поэтому отношение к нему во всех автономных республиках Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республики, там, Дагестана, Адыгеи и так далее было всегда и везде искренним и уважительным. И это бы осталось в той или иной мере обязательно за ним. Покинувшего свой народ, президента Абхазии, вечная ему память и, разумеется, самые добрые и заслуженные слова уважения. Он будет в наших сердцах, он будет в наших душах, он всегда будет одним из наших соратников, потому что его судьба, его дело, его президентская миссия принадлежат не только абхазскому народу, они принадлежат всем нам, потому что мы здесь в России всегда сопереживали бедам и проблемам Абхазии, в меру наших возможностей всегда старались помочь. И остается рассчитывать, что эта добрая традиция, это дело, которое можно называть делом президента Багапша, будет сохранено, будет во всех своих компонентах преемственным при новом руководстве Абхазии. Последнее, наверное, из того, что нужно сказать, и, может быть, самое главное, Сергей Васильевич Багапш, при том, что он был и умным, и энергичным, и искушенным политическим опытом человека, он был человеком добрым. Это важно понимать, потому что по-разному можно вести себя в трудных ситуациях. Можно ради святых целей не щадить людей, а можно их щадить. Можно идти навстречу, можно откликаться, можно демонстрировать желание говорить с любым и каждым, даже со своим противником. А можно замкнуться и отвергать любые компромиссы. Есть разные у разных политиков пути и выборы. Вот Сергей Васильевич Багапш был человеком добрым. Я прекрасно помню и наши встречи, и тот факт, что он бывал у меня дома, и тот факт, что мы за столами разной длины в разные времена сидели. Как вы верно сказали, смерть Сергея Багапша была шоком.
Я говорил в Москве на панихиде, что любая смерть не своевременна. Но в этом отношении смерть Сергея Багапши, к сожалению, побила все рекорды. Она абсолютно никем, в том числе и им самим, не ожидалась. И это, конечно, обостряет и горечь потери, и в определенном смысле проблемы, которые эта смерть порождает в абхазском обществе. Мне очень жаль, я прошу прощения перед абхазским народом, родственниками Сергея Васильевича Багапши, что я не мог быть в четверг тогда на его соболезновании, на похоронах, потому что у меня была программа в четверг, и, к сожалению, я не мог отменить, это не в моей воле было. Я тогда прислал, и сразу же, когда узнал о смерти, это горе пронзило нас всех, тогда сразу мы выпустили заявление рабочей группы по развитию общественного диалога Института гражданского общества на Кавказе в Общественной палате, которую я возглавляю. От меня соболезнования прочел мой друг Архан Жемаль на похоронах, я знаю. Как только я попаду в Абхазию, надеюсь, это будет этим летом, я обязательно приду, и если это будет возможно, выражу соболезнования родственникам и приду на могилу Сергея Васильевича, просто помолиться. Не хватает слов, чтобы выразить вот то чувство пустоты, которое осталось после его ухода. Огромное чувство пустоты. Он был политиком, лидером Кавказа. Он был авторитетным, не то что лидером. Он президент суверенного государства другого. Он просто... На Кавказе есть государство, которое гораздо более мощное, чем Абхазия. Если вот взять всю Абхазию, она поместится в район какого-нибудь города, там российского на Кавказе, понимаете? Но по влиянию Абхазия, по влиянию Багапша, это было больше, чем огромные регионы огромных империй и огромных стран, которые претендовали или претендуют, или продолжают претендовать на Абхазию. Он держал на себе народ, держал на себе страну. Президент Абхазии Сергей Багапш – целая эпоха в жизни нашего народа. Он вошел в современную историю абхазского народа как человек, изменивший ее ход, как лидер, приведший к признанию независимости Абхазии. Заслужить народную любовь достойны лишь избранные. Сергей Багапш был избран, чтобы истинно служить своему народу, отстаивать его безопасность, благополучие и будущее. Именно этому посвятил Сергей Багапш свою жизнь. Признанием заслуг Сергея Багапш перед Родиной и народом стало присвоение ему посмертно высокого звания Герой Абхазии.